20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. Основная цель этого дня – обратить внимание жителей села на то, как много значит стоматологическое заболевание в их жизни, проинформировать о мерах первичной профилактики, а также помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни. В плане сохранения стоматологического здоровья это прежде всего обучение правильному уходу за полостью рта и ориентация на своевременное обращение к стоматологу при первых симптомах стоматологического неблагополучия, а также посещение стоматологов с профилактической целью. Практически любое стоматологическое заболевание легче предупредить, чем лечить. Достаточно регулярно соблюдать всего 3 простых правила, на которых базируется весь мировой опыт. Это правильная гигиена полости рта, правильное питание и использование фторидов. Правильная гигиена полости рта, она заключается в домашней чистке зубов минимум 2 раза в день, а также использование дополнительных средств гигиены, таких как зубные нити, межзубные ёршики, полоскатели, щетки для протезов и другие. Все индивидуальные дополнительные средства для гигиены полости рта желательно подбирать со своим лечащим врачом-стоматологом. Помимо этого, стоит проводить профессиональную гигиену полости рта, которая заключается в снятии зубных надподесневых зубных отложений, снятии мягкого зубного налета. Второе правило – это рациональное питание. Одной из важнейших стратегий сохранения здоровья полости рта является правильное питание. То, что мы едим и как часто мы принимаем пищу. Если вы хотите сохранить вашу улыбку красивой и яркой, кроме ежедневной гигиены полости рта необходимо придерживаться особой стоматологической диеты. Главное требование – это ограничение частоты потребления углеводов. Количество приемов пищи не должно превышать 5-6 раз в день, включая 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Необходимо минимизировать потребление наиболее опасных для здоровья зубов продуктов, таких как конфеты, шоколады, пища с большим содержанием углеводов, газированные сладкие напитки, алкогольные напитки. Нужно потреблять больше фруктов и овощей в свежем виде, а также продуктов, богатых содержанием кальция. Использование фторидов, фторсодержащие зубные пасты, рекомендуется для постоянного ежедневного двукратного применения при чистке зубов всему населению с возрастными ограничениями по концентрации и расходу пасты для детей. И, конечно же, не забывайте о профилактических визитах к врачу-стоматологу. В раннем возрасте детей желательно показывать стоматологу раз в год, начиная с первых зубов, если врач не назначил иной режим посещения. В дошкольном возрасте рекомендуется посещать стоматолога 2-3 раза в год. В этот же период желательно показаться ортодонту, особенно если есть показания. Что-то беспокоит, допустим, ребенок сосет палец или язык, зубы растут криво и тому подалее. В школьном возрасте необходимо посещать стоматолога каждые полгода. Улучшение стоматологического здоровья наших детей – это совместная задача родителей, стоматологов и педагогов. Взрослому же населению посещать стоматолога желательно 2 раза в год.